Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. В Москве открылось официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики. На торжественной церемонии присутствовал президент Приднестровья Вадим Красносельский. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. Как сказал на церемонии открытия представительства Вадим Красносельский, Россия является стратегическим партнером Приднестровья, обеспечивая мир и безопасность, выступает посредником в международном переговорном процессе, оказывает поддержку жителям республики в социально-гуманитарной сфере. Поэтому было принято решение об открытии представительства в Москве. По приглашению президента Приднестровья на церемонии присутствовал посол Абхазии в России Игорь Ахба. Посол передал поздравления президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в связи с началом работы представительства. Игорь Ахба подчеркнул, что Абхазию и Приднестровье связывает многолетнее сотрудничество в различных сферах деятельности и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие. В церемонии открытия приняли участие российские и приднестровские политики, парламентарии и общественные деятели. Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов, согласно постановлению Кабинета министров, была открыта с 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. О том, как осуществляется рыболовство у берегов Абхазии, расскажет Алика Трапш. Ежегодно в период путины в Абхазской акватории Черного моря проводят рейдовые мероприятия с целью контроля, выявления и пресечения нарушений законодательства Республики Абхазия в сфере рыболовства. Рейдовые мероприятия проводят абхазские экологи совместно с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходится с декабря по март. И каждый год во время путины в Абхазской акватории Черного моря стоят иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих комбинатов. В этом году в хамсовой путине участвуют 42 рыбопромысловых судна, из которых 17 рыболовецкие сейнеры, 25 грузоперевозчики. В ходе рейда было осмотрено 2 турецких морских судна, 1 рыболовецкое и 1 грузоперевозчик. Досмотровая группа проверила документы у капитанов и команды на право рыболовства, на судно и на орудия лова. По результатам осмотра нарушений не выявлено. Основная задача – посмотреть, как идет лов, посмотреть, как записывается промысловый журнал. Выпустил сеть, надо фиксировать по времени и записывать добытую рыбу, объем. В результате нашей проверки не выявлены нарушения. Они придерживаются тем правилам, которые предписаны им нашим законодательством. По данным Госкомитета по экологии и охране природы, в Абхазскую акваторию Черного моря заходит около 130 тысяч тонн хамсы. Согласно постановлению Кабинета министров республики, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов составляет 27 тысяч тонн. На сегодняшний день хамсы у берегов Абхазии выловлено 11 тысяч тонн. Экологи внимательно наблюдают не только за путиной, но и за методами лова рыбы. С 2003 года наложен запрет на лов донным тралом. Разрешен только кошельковый трал. На методы лова рыбы у экологов также нет нареканий. Для меня была основная задача посмотреть, как добывается кошельковым неводом рыба и какие посторонние рыбы могут быть. А посторонние рыбы там просто по определению быть не может, потому что кошельковый невод – это орудие лова, приспособленное для лова хамсы. Когда поднимался невод и когда перегружался ее в транспортный корабль, была только хамса, как вы это обнаружили. Хочу успокоить местное наше население, наши граждане, чтобы они знали, вот эти турецкие сейнера, зафрахтованные местными рыбопромышленниками, они занимаются исключительно ловом хамсы для дальнейшей переработки на заводах. Все корабли, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, им запрещено ловить рыбу на местах впадения крупных рек в море. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. К примеру, несколько дней назад турецкий грузоперевозчик был замечен в запретных для рыболовства зонах. Российские пограничники составили протокол о нарушении и передали абхазским экологам, которые в свою очередь вынесут решение о штрафных санкциях. При этом, как заверяют экологи, со злостными нарушителями меры наказания будут ужесточены, вплоть до запрещения лова у берегов Абхазии. В этом году мы приняли более жесткие меры. По результатам проверок, осуществленных российскими пограничниками, нам были представлены
протоколы, по которым мы однозначно 2 корабля будем ставить на прикол, отстранив от промысла. А 1 корабль, наверное, мы отправим все-таки домой в Турцию. Вот такие вот меры мы будем принимать. Рейдовые мероприятия в период Хомсовой-Путиным у берегов Абхазии проводятся с периодичностью раз в неделю и будут длиться до марта, после чего будут подведены итоги. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. О проделанной работе в 2018 году, о планах и проблемах района в пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании рассказала глава администрации Тхорчалского района Аида Чачхалия. Работе района за 2018 год Чачхалия дала положительную оценку, несмотря на то, что район, как и многие другие, дотационный. Тхорчал, как и многие другие районы, сегодня существует за счет дотаций. Собственные доходы нашего района в прошлом году составляли 28 миллионов рублей, из них мы собрали 27,5. В этом году наши доходы уменьшились, они будут составлять 20 миллионов. Соответственно, увеличились дотации, потому что без дотаций пока, к сожалению, район выжить не может. Пресс-конференцию главы администрации Тхорчалского района Аиды Чачхалия смотрите в нашей программе сегодня. Абхазский театр понес большую утрату. Ушла из жизни Нелли Георгиевна Лакоба, ведущая артистка Абхазского государственного драматического театра имени Чанба, заслуженная артистка Абхазской АССР, народная артистка Абхазии, кавалер ордена Ахтапша 3-й степени. В связи с кончиной Нелли Лакоба создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. Церемония прощания с народной артисткой Абхазии состоится 23 января в Абхазском драматическом театре имени Чанба. Начало церемонии в 12 часов. 29-30 января и 4 февраля в Абхазском государственном молодежном театре состоится премьера спектакля по пьесе Шекспира «Укрощение строптивой». Режиссер-постановщик Наталья Николаева, которая приехала в Абхазию специально для этой постановки. Режиссер-постановщик с музыкальным образованием Наталья Николаева около 10 лет проработала в Московском областном театре в качестве актрисы. Затем она поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина на режиссерское отделение. Постановка пьесы «Укрощение строптивой» – это ее первый режиссерский опыт в Абхазском молодежном театре. А вот в «Стране души» Наталья – частый гость. Молодой режиссер говорит, что давно влюблена не только в природу Абхазии, но и тщательно следит за театральной жизнью нашей республики. С Республикой Абхазия я знакома достаточно давно, потому что приезжаю сюда много лет, родственники здесь. Очень люблю ваш народ, ваш край. И, конечно же, всегда я отслеживала театральную жизнь, что здесь происходит. Поэтому знакома с коллективами практически со всеми. «Укрощение строптивой» – первый спектакль, который Наталья Николаева ставит в Абхазии на абхазском языке. У режиссера есть опыт работы в разных театрах России. Около 20 постановок, но с иностранным языком Наталья не работала ни разу. Однако это ни в коей мере не мешает совместной работе, подчеркивает режиссер. Все на русском разговаривают, мы объясняемся. Просто времени немножко больше на это уходит. Вот и все. Задачи я ставлю, мизансцены, все это мы обсуждаем. Потом на абхазском, я же материал знаю, поэтому я просто отслеживаю, все, проблем не возникает. Вопрос времени и все. И они готовы сутками работать, что для меня удивительно, но это прекрасно, просто это замечательно. Поэтому я испытываю большое удовольствие профессиональное и человеческое в общении. Потому что действительно вот горят. Молодые актеры с большим энтузиазмом восприняли возможность поработать с режиссером из России. Это хорошая возможность развиваться и открывать в себе новые грани, признаются они. Сам спектакль очень близок к нашему быту, потому сыграть в нем несложная задача, признается исполнительница одной из главных ролей. Немножко мне было вот в начале, вот в репетиции, немножко вот это вот кокетство, вот это все мне немножко было сложновато. И вот режиссер тоже, она вот до последнего мне говорит и еще раз, как это. Но все-таки оно приходит во время репетиции, столько времени уже репетируем. Режиссер на самом деле, она очень... Она дает возможность открыться и самому человеку, и актеру, и почувствовать вот эту роль. Спектакль о сложностях взаимоотношений между мужчиной и женщиной. На сцене кипят нешуточные страсти. Английский юмор гармонично дополнен абхазскими интонациями, жестами и фразами, особенно понятными современному зрителю. Бессмертная пьеса Шекспира по праву может считаться комедией на все времена.
А на абхазском языке она заиграет новыми красками, о которых не подозревал даже сам Шекспир. Подведены итоги Международного евразийского библиотечного интернет-форума «Футбол, спорт, искусство, творчество», который проходил в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур». В Абхазской национальной библиотеке вручили диплом и приз участнику из Абхазии Эрику Кияну, авторам и организаторам проекта, в котором принимают участие библиотеки Абхазии, Белоруссии, Казахстана и России, является Краснодарская краевая юношеская библиотека имени Ивана Вараввы. На протяжении всего форума почетными участниками от Абхазии были сотрудники и читатели Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир, которые ежегодно становятся призерами в различных номинациях. В этом году форум проходил под неофициальным лозунгом «Футбол объединяет». Призового места в номинации «Молодой автор» удостоился юный спортсмен и читатель Нацбиблиотеки имени Папаскир Эрик Киян за стихотворение, посвященное футболу. Было 3 конкурса. Конкурс, который я выиграл, назывался «Юный болельщик». Я предоставил там стихотворение, которое сам написал. «Нет в футболе границ, нет страны на планете, где бы каждое лето не гоняли мяча во дворе, где живут и растут и стремятся к победе, и сражения на поле не сводят к обычной игре. И к победе пусть не каждый матч приводит, но поддержкой голоса с трибун звучат, и у футболистов жизнь проходит траектории футбольного мяча». Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи суда Гудаутского района – 1 единица, суда Учимчирского района – 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции Республики Абхазия с 23 января по 6 февраля включительно. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.